Что понравилось в Чувашии Пушкину? Можно ли в опере «Князь Игорь» Александра Бородина услышать чувашские мотивы? И где в Чебоксарах находится улица Лунная? Все об истории и названии столичных улочек, проспектов и площадей знает писатель Михаил Юхма. 10 лет назад он издал книгу «Имена улиц твоих Чебоксары». Она особенно актуальна сейчас в преддверии 550-летия города. О некоторых любопытных фактах автор исследования рассказал нашей съемочной группе. Идея исследования, почему улицы названы именами тех или иных личностей, у Михаила Николаевича возникла еще в 1959 году. Тогда он побывал в столице Дагестана, где его очень поразило одно наблюдение. Улицы все названы именами героев, которые были у народа Дагестана. А в Чебоксарах в те годы улицы были названы только именами великих людей мира или там партийных деятелей. Что-нибудь поразительно, ни одна улица не была названа именем чувашского писателя или там деятеля культуры. Тогда же писатель захотел узнать историю наименования каждой улицы в столице Чувашии. Ведь любопытно же, какое отношение имел к республике Александр Пушкин. Оказалось, когда он писал «Капитанскую дочку» и исследовал Пугачевское восстание, поэт бывал и в Чебоксарах, и в Чебоксарском районе. Тогда он познакомился с одним из участников бунта, который поразил его своим высказыванием. Пушкин спрашивает, почему вы, чуваши, все время бунтуете? И старик ему отвечает, это очень любопытно. Барин, мы не бунтовали, мы воевали. В Чувашии Пушкину, известному знатоку женской красоты, приглянулась девушка по имени Ольга. Об этом есть упоминание в письмах Александра Сергеевича, а Михаил Юхма даже посвятил этому рассказ. Бывал в Чувашии композитор Александр Бородин. Для оперы «Князь Игорь» он стремился узнать, что за народ такой половцы. Он целую неделю жил, и не просто жил, потом и записи оставил, очень интересные записи. И вот танец половецких девушек полностью повторяет по мотивам, повторяет чувашские мотивы. В 80-е годы Михаил Юхма входил в состав комиссии по наименованию улиц. Тогда он, наконец, смог воплотить в жизнь свою мечту – дать им имена чувашских деятелей культуры. Улица Талвира, скажем, улица Альберта Гадаша, я сказал, вот, Мефодия Денисова, Ильбека, вот эти улицы, Ильи Юрьева, вот эти книги, в книге, вот улица Лунная, все эти улицы названы вот по моей рекомендации. Кстати, улица с поэтическим названием «Лунная» находится в центре города. Такие наименования, объясняет Михаил Николаевич, были распространены в старину в чувашских селах. Пока готовил издание, писатель узнал очень много фактов о Чебоксарах, немало часов провел в архивах. Порой приходилось разыскивать родственников известных личностей, чтобы раздобыть фотографии для книги. Писатель и сейчас не оставляет исследовательскую работу. С тех пор, как Михаил Юхма издал свою книгу, в Чебоксарах появилось 38 новых наименований улиц. И писатель очень хотел бы дополнить и переиздать свое издание. Но, к сожалению, для этого пока не хватает финансов. Наталья Егорова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.